оксид меди массой 160 грамм. Что хотят? Массу меди. Ну, слушаю вас, как вы считаете, какая масса меди? Вроде такой элементарный вопрос. Вы согласны, что элементарный вопрос? А кто может решить? Дайте минуту. Две. В оксиде меди. Массовую долю меди в оксиде меди. Так это понятно. Он уже второй 10 говорит. Итак, сначала нам предлагает Владислав найти массовую долю меди в оксиде меди. Для этого что мы должны сделать? Массу малярную массу. Число атомов умножить на относительную массу меди и разделить на относительную молекулярную массу оксида меди. Все правильно? Да. 8 класс, да? Ну, там написано день первый, 8 класс. Равно. Итак, мы делим 64 на, писали калькулятор, помогаем. На 80 будет 0,8. Да. Так? Проверяйте, пожалуйста. Не верьте нам на слово, всегда проверяйте. 80%. Хорошо. Значит, оксид меди на 80% состоит из меди. А значит, в 160 граммах, где это 100%, да, мы можем найти 80%. Давайте. Найдите, пожалуйста. 128. 128. Это первый способ решения задачи. Есть еще второй. Давайте посмотрим второй. Мои дети, когда видят массу, я их спрашиваю, что вы можете еще найти? Они хором кричат количество вещества. Правильно. Почему? Потому что малярную мы можем найти в легкую, да? Масса есть. Ню найдем? Да. Вы как ню пишете, кстати говоря? Греческая буква или Н? Такая ню? Давайте я вот так пишу, а вы? Дальше? А кто-то Н, да, пишет? Ну, в сущности, вы понимаете, одна и та же. Итак, ню оксида меди мы 160 грамм делим на малярную 80 грамм на моль. Получается 2 моль. Получается, что у нас оксида меди было 2 моль. А теперь смотрим. Внутри вещества содержатся атомы. И на одну часть, скажем так, на одну молекулу вещества приходится 1 атом меди и 1 атом кислорода. А значит, внутри 2 моль оксида меди 2 моль меди и 2 моль кислорода. И если мы возьмем 2 моль меди и умножим на 64, то мы получим 28 грамм. Вы сейчас скажете мне, я не понял. Да? Сейчас дойдем. Сейчас будет вторая задача. Сейчас дойдет. Итак, тогда масса меди равняется 2 моль. Умножаем на 64 грамм на моль. 128 грамм. Для тех, кто не понял, хочу предложить вторую задачу. 51 грамм оксида алюминия. Запишите. Как оксид алюминия формула? Алюминий калий. И я хочу сразу второй способ. Зачем? Чтобы найти вот этот способ решения. Хорошо? Давай. Масса оксида алюминия 51 грамм. Хотят массу чистого алюминия, да? Итак, давайте мой второй способ. Тогда я найду ню оксида алюминия. Пожалуйста, что на что? Массу на малярную, правильно? Атомную написала? Можно посчитать? Посчитайте. Сколько получается? Сколько малярная? 102. Все видим, что 0,5, да? Видим? Хорошо.
оксида алюминия, а в нем на 1 моль находилось 2 моля алюминия. Угу. Тогда если у вас 0,5, то здесь внутри 1. Теперь кислород давайте, ну чтобы сразу. Если здесь у вас на 1 моль приходится 3 моль кислорода, то если у вас 0,5, то здесь кислорода 1,5 моль. Понятно? Давайте мы сейчас прорешаем и проверим вот первый способ. Масса алюминия равна, вы сказали, в 2 раза больше 0,5, в 2 раза больше единичка. 27 грамм. Ну и теперь можно проверить это действие, как вот мы сделали первым. Найдем сначала омегу алюминия в оксиде алюминия. Сколько я должна взять, чтобы найти омегу алюминия? 2 на 27. И дюймолярная 102. Поделите, пожалуйста. 0, 50. Давайте. Мы пришли опять. Время. Давайте договоримся, что после запятой 3 значащие цифры. 3 значащие цифры, причем третья, она после округления четвертая. Четвертую взяли в оборот, третью взяли. Давайте, сколько? 0, 5, 2, 9. Да? Все, теперь принимаем. Почему теперь принимаем? Потому что если в процентах вы сделали 53% или 52,9%, это разные вещи. Я напомню, что нам всем сдавать ЕГЭ, ОГЭ, где компьютеру, что вы округлили 53, это ошибка. Итак, хорошо. Ну а теперь доли есть, а есть масса 51. Умножьте вот на эту цифру. 51. У нас же масса оксида алюминия 51. 27 получилось? Да. То есть способы обработки одинаково решают задачу. Какой нравится, тот и используйте, пожалуйста. Вы понимаете, что третья задача идентична, согласны? Поэтому третью можно потом решить дома, если возьмем домой или сфотографируем. Масса одного атома. Так, а из атомов же строится молекула. Правильно? Значит, если мы разделим массу молекулы на массу атома, мы выясним, сколько их штук. Согласны? Вот и напишите, поделите. Итак, масса молекулы 4,26 на 10 минус 22 грамм, а здесь 5,32 на 10 минус 23 грамм. При делении что нам нужно со степенями сделать? Сделать вообще, ну, можно его считать, хорошо. Тогда 4,26 разделить на 5,32 на калькуляторе, а потом вычтем минус 22 до минус 23. Значит, будет плюс 23, значит, 10-я степень появляется, правильно? А здесь будет 0,8, да? Да. 0,8 и умножаем на 10, значит 8. Наш ответ S8. Серо. S8, ребята, вместе. Слушаю ваши идеи. Подождите, теперь решено правильно, я это знаю. Остальные идеи. Вообще все небольшие на свой доверие. Нет, будет. Это хорошая идея. Итак, давай твою тогда идею, остальных других нет, да? Слушаем. В общем, идея очень странная. Берем составление уравнения, где получается x это будет масса воды, если у нас на будет 5 грамм. То есть мы берем составляем выражение
сначала нашел массовую долю. Нет, да. Массовую долю чего? Водорода в воде, так? Да. 2 атома водорода в воде. Так? Он нашел массовую долю. Сколько это? 11 там, да? 0,1, 1, 1, вот это. Так, можно? Помогайте, пожалуйста. Да, Вот он нашел массовую долю водорода, да? А потом 5 граммов, да, ты взял. То есть, что у нас получается? Что 0,111 в долях – это 5 граммов. Так ты сделал. А тебе надо единичку, потому что вода входит внутрь, да? То есть ты вот таким образом решал. Примерно как найти x? Я просто пытаюсь понять то решение. Поверь мне, половина не понимает, о чем. Вы же не понимаете, да, о чем? Я же знаю. Потому что это сложно. Сколько здесь получается? 45. Я почему сейчас дала слово Владиславу? Потому что он уже как бы с массовыми долями подружился, и все нормально, да, у него? А я с вами пытаюсь разобрать второй способ. Вы помните о нем? Какой второй способ? Что у меня есть? У меня есть масса 5 грамм. Есть? Мои дети находят сразу количество вещества. Правильно? Да. Грамм на моль. 2,5 моль. Итак, вот, смотрите, на одну молекулу водорода приходится 2 атома водорода. Значит, на 1 моль водорода нужно 2 моль атомов водорода. Так? Тогда если у меня 2,5 моль, то тогда атомов водорода 5. Есть такое? Есть. Итак, тогда у меня ню атомов водорода 5 моль. А у меня вода. А в воде тратится водорода 5. Ну вот если это 5 моль, тогда здесь стоит 2,5. Правильно? Тогда у меня ню воды получилось 2,5 моль. И тогда масса воды 2,5 умножить на 18, 45 грамм. Ну, я свой способ прогонять. Почему еще этот способ хочу? Когда вы перейдете в 10 класс, вы будете решать задачи по органике на сжигание органики. Там будет ню воды, и как раз таки всегда надо будет ню водорода умножать на 2. Потому что в молекуле воды водорода в 2 раза больше из-за вот этого индекса. И как раз таки в 10 классе у детей не идет недопонимание, откуда там в 2 раза больше. Потому что вот это не успели взять, получили. Дальше. Число молекул. Смотри. Угу. Что на что? количество вещества. Хорошо. Все вспомнили, да? Что в одном моль вещества у нас содержится 6,02 на 10 23. А тогда в нашем случае полмоль. Это значит половина от этого 3,01 на 10 23. Вот сейчас мне интересно, что вы будете делать дальше. И последний вопрос. Какой здесь последний вопрос? Масса одной молекулы. Можно взять. То есть нам нужна масса. Мы можем узнать массу. Ребята, мысли? Мысли? У нас начинается количество молекул по молю. Давай. Что я должна сделать? Давай. Слушаем. Ребят, мы массу нашли, число
количество молекул нашли. У всех все хорошо. Эти две цифры вы нашли. Последняя осталась. Масса одной молекулы. Общую Слушайте. массу, чтобы найти массу одной молекулы, мы просто общую массу полученного количества вещества разделим на количество молекул. На количество молекул. Сколько их там? 3,01 на 10. Вот 23. 18, 25, все правильно написано. На 3,01 на 10, 23. И получится у нас 10, 23 мы просто поднимем, это будет 10 минус 23. И делим 18 на 3, это примерно 6. Так ведь? Сколько там? 6 целых? 6 целых? 63 тысячи. 63 тысячи. Хорошо. Вот сколько у нас имеет массу одна молекула. Почему масса одной молекулы? Вот здесь грамм, здесь число молекул. Почему здесь тоже получилось грамм? Хорошо. А как еще можно было решить? Допустим, мне не дали полмоль. Мне просто сказали, вот у меня соляная кислота, мне нужна масса одной молекулы. Узнать, сколько весит водород. Ну, смотри, соляная, как бы известно H2, да? Сколько масса одной молекулы? А давайте вспомним, что если у меня есть вещество, и я возьму его 1 моль, то я у него знаю малярную массу. А что такое малярная масса? Это масса одного моль. И 1 моль это всегда вот столько молекул. Правильно? Тогда я массу одного моль разделю на постоянную Авогадро и получу массу одной молекулы. Давайте это запишем. Да, второй решение. Что у нас получилось? Что малярная масса делится на постоянную Авогадро. Потому что это все 1 моль, правильно? Тогда 36,5 здесь будет, потому что у хлора у нас 35,5. И делим мы на 6,02 на 10, 23. И ради интереса разделите, пожалуйста. Так же? Хорошо. А теперь, в чем единица измерения? В чем измеряется малярная масса? Грамм на моль. В чем измеряется постоянная Авогадро? Я специально написала, но не обратила вашего внимания. Моль минус 1. Почему моль минус 1? Это штук в моле. Правильно? Значит, если я здесь тоже поделю 1 на моль, определение дроби у нас с вами переворачивается, значит, здесь грамм на моль. И мы умножаем на моль первых. Моли у нас с вами сокращаются, получается грамм. Хорошо? Разобрали? Хорошо. Пойдем дальше. Шестая. Вы понимаете, что все остальные подобны? Если будет надо, отработайте дома. Идем дальше. Давайте седьмую. Это легкое, решаемое. Только появляются литры.
25 моль, то в нем водорода в 2 раза больше, 0,5. Все понимаем, почему. Хорошо. 5,6 литров метана. Это значит, мы найдем ну метана. Все помним объем, делим на малярный объем, нормальные условия. Делим 5,6 на 22,4. Сколько получается, ребят? 0,25. Опять моль. Это метана, а водорода в нем в 4 раза больше. 1. Хорошо. Ну и последний. Фосфин. Сколько ню? Ню фосфина сколько это? Вы видите, что цифра почти такая же, только здесь 22, да ведь? 0,1? Согласны? 0,1. Ну и тогда водорода в нем 0,3. Да ведь? Хорошо. Я надеюсь, что сегодня хоть что-то... Посмотрите, как я написала. Так, у меня 5 моль воды. Вы согласны, что я написала 5 моль воды? Да. Тогда моль водорода там 10 моль водорода. 10 грамм. А тогда 10 моль водорода это и есть 10 граммов, потому что атомная масса 1, правильно? Кислорода тогда сколько? 80 грамм. Моль. Моль 80. 5 моль. 5 моль 80 грамм. Да. И умножаем 5 на 16. 80 грамм. Итак, сколько по массе кислорода и водорода содержится в 5 моль воды? 10 грамм, 80 грамм. А в